Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале Саморазвития. И сегодняшнее наше путешествие со смыслом мы совершим по основным и самым известным теориям в сфере максимально естественного, природного и натурального деторождения. Причем как в домашних условиях, так и в условиях государственных роддомов. В общем, сегодня мы в максимально краткой, но доходчивой форме рассмотрим все основные самые популярные точки зрения на вопрос деторождения от самых известных и авторитетных специалистов с максимальным количеством личной практики и опыта в данной области. А чтобы наш сегодняшний обзор со смыслом был максимально объективен и нас не начали обвинять ни в излишнем сектантстве, ни наоборот в излишних следованиях строгому слову официальной медицины, которую, как вы понимаете, чаще всего недолюбливают различного рода альтернативные медики и акушеры. Да и наоборот верно абсолютно так же, ведь и медики с государственным дипломом чаще всего не меньше, а иногда и даже больше, недолюбливают все альтернативные точки зрения на процесс деторождения вне больничных стационаров, считая его слишком рискованным и опасным мероприятием. Поэтому, чтобы наконец раз и навсегда разобраться во всем этом хитросплетении авторитетных, но часто почему-то противоположных мнений насчет естественного деторождения в домашних условиях, мы представляем этот необычный видеопроект. В этой серии видео мы соберем все основные мнения, начиная от самых авторитетных специалистов-медиков, ученых и профессоров официальной европейской медицины, у которых учатся самые продвинутые на сегодняшний день врачи и акушеры большинства стран, перенимая их бесценный и подтвержденный многими научными исследованиями опыт. Также мы рассмотрим точки зрения и уже бывших медиков, узнаем, по какой причине они оставили свои официальные медицинские практики в лучших роддомах страны и перешли на принятие родов именно в домашних условиях. Ну и, конечно, не обойдемся без мнения самых известных международных пропагандистов родов в максимальных природных условиях, сторонников рождения в воде, в море, на солнце и вольно живой природе. А для полноты картины узнаем и мнение на этот счет известных йогов, эзотериков, православных христианских акушеров, специалистов по славянской ведической культуре, традициях изначальной вере, бытовавшей когда-то на наших землях. И, конечно, не обойдем вниманием и просто тренеров на родительских курсах подготовки семей к родам, а также десятков людей, так или иначе делившихся с нами своим личным опытом родительства дома, в роддоме или и там в разные периоды своей жизни. В прошлый раз мы уже более получаса обсуждали рекомендации и мнения нашего хорошего знакомого, как ни странно, но таки умудрившегося гармонично объединить в себе достаточно высокий уровень профессионализма и знаний, причем как в официальной медицине, так и во многих альтернативных науках, йоге, философии, целительстве и подобном. В принципе, это единственный человек, которого мы знаем лично из тех, кто умудрился закончить официальное медицинское образование, долго проработать в больнице и руководить целым акушерским отделением, и даже самостоятельно вывести его на первое место по безопасности родов по области в России. При этом получить еще и дополнительные зарубежные высшее образование, давать семинары повышения квалификации преподавателям по йоге и йога-терапии Москвы, Петербурга, Минска, Киева и других известных городов, и еще сделать много чего интересного в этой области. И было бы даже неплохо, если бы он был единственным странным человеком-бунтарем по отношению к официальной медицине, и решив с ней связываться теперь как можно реже, несмотря на весь опыт и время, проведенное в ее рамках. Но реальное состояние дел в этой отрасли на сегодняшний день совершенно иное. В реальности, если уметь пользоваться поиском в интернете или хоть немного пообщаться с людьми, которые часто повышают свою акушерскую квалификацию, ходят на местные или международные курсы для осознанных родителей, десятками смотрят различные обучающие видео о беременности, родах и так далее, то быстро становится понятным, что большинство людей там преподающих достаточно настороженно, скептически, а иногда и откровенно негативно относятся к подавляющему большинству врачей обычных роддомов. И это даже при том, что большинство этих преподавателей международных курсов, исследователей, авторов обучающих программ и
подобного и сами когда-то работали в официальных роддомах, заканчивали высшие медицинские учебные заведения, проходили акушерские курсы и подобное. Но тогда возникает логичный, интересный и закономерный вопрос. Почему же большинство самых продвинутых врачей и реальных экспертов с большим опытом постепенно и с опытом начинают все хуже относиться к официальным медицинским заведениям и также постепенно переходят на работу либо в частные клиники, где могут ставить свои условия, либо переходят в режим так называемых ДОУ, то есть людей, помогающих и ассистирующих обычным врачам при родах, либо же вообще начинают самостоятельную практику по приему родов на дому, причем даже с реальным риском попасть в поле зрения государственных правоохранительных органов. А если вы до сих пор этого не знали, то как минимум в России и Украине, да и многих других странах на сегодня практика принятия родов вне стен медицинских учреждений является для государства нежелательной и даже незаконной, что уже само по себе предполагает немало проблем для людей на это решившихся. А если у человека, помогающему в принятии таких домашних родов, есть еще и диплом о медицинском образовании, то вас ждет за это дополнительно и уголовное преследование. Но почему же тогда не только многие родители, но и врачи хотят заниматься именно родами на дому? И почему, несмотря на все запреты, это направление на сегодня только развивается? То есть не совсем понятно, почему же так часто появляются врачи, ранее руководившие целыми роддомами, считавшиеся лучшими и умнейшими специалистами в своем деле, но которые все же сегодня предпочитают зарабатывать в разы меньше, чем раньше, и даже подвергаться риску уголовного преследования, лишь бы отстоять свои некие убеждения и организовать процесс родов именно так, как они считают нужным и правильным. Наверняка вам уже хоть немного, но интересно, что же такого делают и предлагают делать все эти бывшие продвинутые врачи, и чего, по их словам, обычно не дождешься от обычных врачей в государственных роддомах. Сейчас мы, конечно же, не будем отдельно обсуждать каждого такого известного врача-бунтаря против системы, так как их десятки даже на постсоветском пространстве. Да и на это у нас банально не хватит сегодня времени, а у вас терпения, так как большинство из их аргументов за естественные роды в домашних условиях очень схожи. Вместо этого мы начнем с самого верху, так сказать, основного источника, из бесспорно самого авторитетного мнения от самого известного на сегодняшний день международного специалиста в данной области, Мишеля Одена. Поговорим в основном о нем, так как именно Мишель Оден, по утверждению большинства, является самым известным специалистом в области международных и государственных движений по пропаганде естественных родов, а также самым авторитетным и опытным врачом, которому прислушивается большинство всех существующих специалистов. Причем большинство как альтернативных, так и официальных ученых и медиков со всех стран мира. Причем как работающих в официальных роддомах профессоров, так и домашних акушеров. И действительно, если немного погуглить, то оказывается, что Мишель Оден таки ведущий специалист в мире натурального естественного деторождения, а также по совместительству продвинутый врач, который первым в Европе создал родильные палаты с домашней обстановкой. Также он автор 13 книг, переведенных уже на множество языков, активно ведет многочисленные международные семинары, в том числе России и Украине. И, конечно же, у него более 50 лет активной практики принятия родов, причем как на дому, так и в лучших роддомах Европы аж с 1962 года. В принципе, Мишель Оден, как и многие другие врачи, которые понемногу бунтуют против системы у нас в СНГ, постепенно с опытом и увеличением понимания процессов, происходящих во время рождения детей, стал переходить от приема родов в официальных и самых хорошо оборудованных больницах Европы именно к обычным домашним аскетичным естественным родам, причем вообще без наличия какого-либо специального медицинского оборудования, топ-специалистов, врачей, акушерок, дорогих лекарств и так далее. В общем, я бы назвал его деятельность как самый научный подход к самым натуральным из всех возможных вариантов родов для современного ученого. И действительно, его подход очень близок к научному, так как чтобы изучить данную проблему максимально глубоко и научно обоснованно, он основал целый медицинский институт, Центр исследований первичного здоровья человека в Лондоне, в котором специалисты из разных отраслей науки детально и максимально научно изучают, как влияет на жизнь человека то, что происходит с ним от зачатия до рождения, а также чуть ли не по молекулам
целом разбирают сам процесс родов и первые часы жизни ребенка. Ну и самое интересное то, что практически все специалисты, которые сегодня принимают роды на дому, да и многие самые продвинутые официальные медики даже у нас в СНГ, так или иначе учились по его видео, книгам, лекциям, бывали на его международных семинарах, либо семинарах его последователей, которых у него очень даже немало. Сам Мишель Аден на своих семинарах утверждает, что главная задача принимающего роды – это сделать их максимально легкими и естественными. Именно такие роды и будут самыми безопасными в итоге. А чтобы роды были максимально легкими и прошли без осложнений, нужно, чтобы женщина чувствовала себя в максимальной безопасности и комфорте, вплоть до того, что она даже не должна чувствовать, что за ней наблюдают, особенно если это ее смущает. Мишель Аден утверждает, что чтобы родить быстро и естественно, надо, чтобы у женщины выработались в достаточном количестве гормоны: окситоцин, эндорфин, пролактин, аспалектин, катехоламин и многие другие. А чтобы эти гормоны выработались организмом или под их действием, женщины часто, когда начинаются схватки, впадают в некое состояние вроде транса. Естественно, их не стоит из этого состояния приводить в чувство или стимулировать их мозговую деятельность, так как именно она прекратит процесс по-настоящему естественных родов. Очень хорошо, если рядом вообще никто не будет говорить ничего логичного, чтобы не выводить женщину из этого некого естественно задуманного природой состояния транса. Любой логичный вопрос в ее сторону так или иначе будет затормаживать процесс родов и не давать исключить сознательный мозг. Наукой установлено, что, к сожалению, у человека может одновременно работать либо сознательный головной мозг, контролирующий сознательное мышление, либо более древние части мозга, отвечающие за бессознательные инстинкты и регулирование различных глубинных и очень сложных функций организма. Мать в этом состоянии полутранса чаще всего забывает все, чему ее учили и что она знала о родах до этого, какие планы у нее были, что она читала об этом. А часто она перестает даже адекватно реагировать на окружающих. В некоторых случаях она может начать вести себя, как приличные люди не должны себя вести в цивилизованном обществе, а иногда может даже покусать акушера или начать громко орать, в том числе и матом. Более того, когда такие случаи были в практике Мишеля Адена с ему знакомыми акушерками в Европе, что их кусали роженицы, то все знакомые этих акушерок и даже полицейские однозначно советовали подать на эту женщину в суд на огромное количество тысяч евро. И акушерка в любом случае такой бы суд выиграла. Но эта его знакомая акушерка сказала в полиции, что наоборот счастлива, и что это были одни из лучших и самых быстрых родов, которые вообще возможны из тех, что были в ее практике. А все эти советчики просто ничего не понимают в правильном процессе родов. Да и женщина делает это, конечно же, не намеренно. Далее эти случаи преподавались как классические и идеальные примеры родового транса тысячам акушеров Лондона и всего мира на их курсах, а также были еще не раз увидены на практике. В общем, для успешных естественных родов сознательный контроль у рожающей женщины должен максимально отключаться, чтобы пульт управления ее организмом перехватила более мудрая и опытная природа. Причем, чем сильнее отключится сознательное мышление, тем обычно роды идут быстрее и лучше. К сожалению, люди пока что не придумали лучших техник деторождения, чем организовала сама природа. Женщина обычно сама инстинктивно придумывает позу, которая ей реально удобнее и лучше подходит именно для ее организма. Чаще всего это положение на четвереньках, и ни один врач не сможет угадать лучше, чем сделает это она сама. Кроме того, любой яркий свет в помещении для родов сразу же однозначно начнет угнетающе действовать на выработку нужных гормонов и расслабление женщины, а соответственно и скорость течения родов. Так что максимально правильным будет именно неяркий приглушенный свет. Более того, у каждого человека есть, можно сказать, гормон темноты мелатонин. Он в том числе как раз помогает отключить сознательное мышление и имеет еще огромное количество других важных функций в организме человека. Мышцы матки, например, непосредственно реагируют на процентное содержание мелатонина в крови. Да и в матке есть также отдельные рецепторы мелатонина. Плюс мелатонин также влияет на содержание естественного окситоцина в крови,
который является как раз самым важным гормоном в естественных родах. Так что уровень яркости света очень важный фактор, и, к сожалению, в роддомах обычно он противоестественный и напрямую мешающий нормальным родам. Также не очень хорошо многими женщинами воспринимается, когда явно за тобой кто-то наблюдает и чего-то от тебя ждет. Особенно если женщину это хоть немного напрягает. Хотя обычно любые люди начинают задумываться инстинктивно, как они выглядят в глазах других, стесняться и так далее. Причем даже не только в процессе родов. Вспомните себя, если за вами пристально смотрят, то вам наверняка становится уже далеко не так уютно делать любое дело. Да и в принципе любая выработка адреналина, страх или стресс будут приостанавливать или замедлять процесс родов. Итак, какое же самое идеальное место для родов по Мишелю Адену? На самом деле его нет, да и в принципе не может быть единого совета по идеальному месту родов для всех. Скорее, если женщина чувствует себя в большей безопасности и комфорте у себя дома с семьей и одним акушером, присматривающим за течением ее родов, то это и будет для нее идеальное место для деторождения. Но если женщина больше доверяет врачам и современным медицинским аппаратам, их постоянное пиканье ее успокаивает, и она чувствует себя в большей безопасности в оборудованной больнице, когда рядом много профессионалов, то, естественно, лучшим местом для нее рожать будет именно в хорошо оборудованном роддоме под пристальным присмотром врачей. Именно так, как ей будет максимально спокойно, чтобы она не нервничала и могла максимально расслабиться. В природе есть такой эффект, что женщина, как и любая другая самка млекопитающих, рожает только в спокойном и, на ее взгляд, максимально безопасном месте. Если место неспокойно, то вырабатываются соответствующие гормоны, деторождение прекращается, а самка идет сражаться с хищником или перебегает в более безопасное место. Из этого вывод довольно простой. Пока женщина не будет чувствовать себя в безопасности, то естественные роды не начнутся или, по крайней мере, не пойдут хорошо. Это так у любых млекопитающих. Они ищут спокойное, тихо, слабо освещенное, безопасное и чаще всего максимально нелюдное место. А если у женщины тем более фобия на больницы и врачей, как у некоторых детей на стоматолога, то ни в коем случае не стоит заставлять рожать ее в больнице или осуждать. Для нее такое больничное родительство может из праздника новой жизни превратиться в настоящий ад. Если такую женщину поместить в больницу, то это будет точно кесарево сечение, так как естественно родить такая женщина не сможет даже в теории, так как у нее будет минимум подсознательный страх и беспокойство, тогда природная родовая деятельность не запустится на полную катушку. Но и не стоит ждать до последнего. Естественно, если уже будет явная медицинская проблема, требующая оперативного вмешательства, то понятное дело, что срочно надо ехать в больницу. И в принципе то, что ученые и врачи придумали кесарево сечение, это очень хорошо, и в трудных случаях оно спасает почти при любом возможном осложнении. Поэтому, по мнению Мишеля Адена, идеально начать принимать роды в домашних и идеально спокойных и благоприятных условиях. А дальше уже смотреть, как идут дела в реальности. И если что, в случае реальной необходимости, конечно, сразу же обращаться к врачам. Итак, кто же должен присутствовать при родах, по мнению Мишеля Адена? Я уже более 50 лет принимаю роды в роддомах и дома в разных странах, говорит Мишель Аден. И по моему опыту быстрее и безопаснее всего, когда во время родов присутствует в комнате всего одна акушерка или акушер, который присматривает за роженицей. Причем максимально молчаливая, спокойная и опытная акушерка. Более того, лучшее, чем может заниматься акушерка при родах, это сидеть тихо в уголке и вязать. Она должна вмешиваться в процесс естественных родов как можно меньше, пока ситуация этого реально не потребует. Часто женщина, следуя своим естественным инстинктам, и сама может родить вполне нормально. А вот вязание, как и любая другая монотонная деятельность, снижает уровень стресса и адреналина в крови. А врачи, ученые и психологи уже давно доказали, что беспокойство и некоторые другие эмоции вполне могут передаваться от одного человека к другому, и особенно при визуальном контакте. Поэтому уровень адреналина, принимающего роды, или любого другого человека, нервничающего рядом,
может передаться рожающей, хотя она должна быть максимально спокойной, уверенной в своих силах и расслабленной. Поэтому акушерка должна быть максимально спокойна и не суетиться. Это лучшее, что она может сделать. Также плохо, когда женщина приезжает в роддом, а вокруг царит хаос и все суетятся. Даже нервный муж, ходящий туда-сюда по комнате даже собственного дома, тоже плохо. Муж должен быть, если он присутствует при родах, в первую очередь как любящая, спокойная скала и надежная опора для жены. А акушерка должна играть роль заботливой, доброй, мудрой и любящей матери. Вообще важен сам факт, что самое лучшее, если рожающая женщина находится рядом с человеком, с которым она себя чувствует под максимальной защитой и в максимальной безопасности. Есть много европейских исследований, что большинству женщин лучше всего рожать, когда рядом нет вообще никого, только один любящий и близкий человек, которому у женщины максимальное доверие. Более того, современные ученые, в том числе и в его институте, изучают даже процессы возникновения любви и подобное с научной точки зрения. Оказалось, что, например, если усыпить антилопу, и она родит так, что сама особо и не заметит, как все это прошло, то у нее практически не возникает чувства любви и привязанности к своему ребенку. Так и женщины, если они ощущают боль во время родов и самостоятельно проходят через весь этот длительный и болезненный процесс, то их материнская привязанность и любовь чаще всего более крепкая. Также в свое время некий Конрад Лоренц получил Нобелевскую премию, когда установил, что если в первый период после рождения животное дольше не находится со своим новорожденным ребенком, то любовь и привязанность матери и ребенка друг к другу сильно слабеет. Поэтому также по аналогии не стоит забирать ребенка от матери в первые часы и даже минуты после родов. Ученые установили на мышах и тот факт, что если тревожить мать во время родов, то процесс деторождения происходит в разы хуже, медленнее и с большими осложнениями. И хоть естественно, что люди в разы сложнее животных, но все же природные законы никто еще не отменял. И правильно организованные роды будут однозначно способствовать снижению послеродовых депрессий у матери, близости матери и ребенка, способствовать правильному воспитанию, формированию характера и подобного. Поэтому в начале, в самый тяжелый послеродовой период, лучше пусть гормоны функционируют, как и задумывалось природой. Вмешиваться в процесс даже самым высококвалифицированным врачам и делать вид, что они знают лучше природы, как все должно быть, по-настоящему не стоит. Человек по факту до сих пор практически ничего не изобрел, чтобы было совершеннее и мудрее природных аналогов. Вполне возможно, что это когда-то будет, но в наше время все еще, чтобы родить максимально здорового ребенка и в дальнейшем себя чувствовать хорошо, женщина должна получить естественные гормоны, способствующие рождению, а также так называемые гормоны любви, заготовленные на этот случай природой. Да, сейчас, конечно же, многие люди сознательно или подсознательно в себе и в своих детях с рождения культивируют умение максимальной агрессии, чтобы активнее бороться с жестоким внешним миром. И раньше первобытным людям это здорово помогало выживать. Например, в Спарте часто ребенка сразу после рождения кидали об пол, и если он не умирал, значит, скорее всего, становился хорошим воином, правда, практически лишенным любви и сострадания. Но уже далеко не те жестокие времена, и у многих людей совершенно другие ценности. Может, хоть сейчас настало время попробовать быть на стороне любви, да и постепенно все придуманные людьми ритуалы, улучшающие природный процесс родов, скорее всего, будут отходить, когда человечество будет становиться более разумным и менее агрессивным. Кроме того, уже достаточно давно доказано учеными, что кесарево лучше начинать именно после попытки родить нормально и самостоятельно. В таком случае в кровь матери поступают нужные природные гормоны, и у ребенка лучше открываются легкие. А если еще не было даже попытки родить самостоятельно, то плановое кесарево, сделанные врачами по времени, лучше вообще избегать. В дальнейшем у ребенка могут быть проблемы с легкими и дыханием, а также хуже будет формироваться естественная флора желудка и кишечника. Медики на сегодняшний день развития медицинской науки также толком ничем не могут помочь матери своими многочисленными анализами. Хорошая акушерка в принципе может и без их анализов определить, сколько у женщины будет детей, приблизительный размер и расположение ребенка в животе на данный момент. И в принципе единственный и самый важный анализ, который необходим, это знать группу крови, положительный у нее резус или отрицательный. Заодно это может помочь в дальнейшем, если понадобится переливание.
Также сильно преувеличивается медиками и проблема с низким гемоглобином и возможной анемией, от которых врачи сейчас начинают прописывать много различных медицинских препаратов. Очень низкий уровень железа — это, конечно же, нехорошо. Но медики не учитывают того факта, что в принципе организм женщины и сам специально чаще всего пытается уменьшить количество железа в крови, чтобы кровь матери могла проникать даже в самые тончайшие капилляры, питая в том числе и мозг ее ребенка. В общем, уровень железа в крови и должен при беременности постепенно падать. Поэтому в итоге наоборот странно и плохо, если анализ крови матери показывает более 105 ближе к концу беременности. И даже если у женщины было 130 до зачатия, то к 9-му месяцу, если у нее будет 90-95, то это вполне нормальная цифра. По сути, общее количество крови в организме матери часто увеличивается за период беременности до 40%, как раз чтобы ее максимально разжижить. А медики же проверяют не общее содержание железа в крови, а именно в процентном соотношении, хотя общее количество крови при этом они совершенно не учитывают. То есть общее количество железа в организме часто и не падает, а просто увеличивается количество крови. Вообще медицинские анализы — это вроде бы хорошо, и лечиться от инфекций вроде бы надо, но на практике их пользу и значение очень сильно преувеличивают. Например, токсоплазмоз. На данный момент в Англии анализы на него в период беременности не делают вообще, как и на многие другие болезни. А вот на другой стороне Ла-Манша, во Франции, анализы на его наличие делаются обязательно. Но в итоге у рожденных детей в этих двух странах примерно одинаковое процентное количество аномалий от токсоплазмоза. Разница между этими странами только лишь в том, что во Франции весь период беременности женщины принимают дорогие и вредные антибиотики, а по другую сторону пролива большинство не принимает их вообще, даже не догадываясь о наличии у них этой болезни. В итоге официальная научная медицинская статистика явно показывает тот факт, что антибиотики либо дают очень незначительный эффект в ту или иную сторону, либо не дают его вообще. Да и сам факт анализов частично тоже вреден, особенно если их десятки на выявление различных возможных болезней. Да и всегда, если провести очень много анализов на все, что возможно, на все, что нужно и не нужно, то что-нибудь обязательно да найдется. Ведь полностью здоровых людей по медицинским показателям вообще на сегодняшний день уже не существует. В итоге, женщина в любом случае будет вынуждена принимать какие-то вредные таблетки и антибиотики. Но и стоит также учитывать тот факт, что после этого она уже точно не будет полностью здорова с медицинской точки зрения. И ее будет также дополнительно тяготить этот факт морально. После этого она уже не будет в полном покое и расслабленности, причем ни в период всей беременности, ни при родах, так как обязательно, если хорошо поискать, у нее что-нибудь да найдется, что не будет соответствовать принятой медицинской статистике в среднем по всем женщинам мира. Чаще всего врачи при желании легко поставят хоть какой-то диагноз и пошлют на УЗИ, а там уже найдут или многоводие, или маловодие, то слишком крупный плод, то слишком маленький, или отрицательный резус-фактор крови, что также является проблемой. Может быть также низкая плацентация видна на УЗИ, хотя это все выясняется очень заранее до родов, и чаще всего в конечном результате при самих родах не представляет почти никакой проблемы. Посмотрите сами медицинскую статистику осложнений при родах в странах, где делают много анализов и где их не делают практически вообще. Уверен, вы удивитесь, так как чаще всего большого расхождения в реальных проблемах вы не увидите, и бывает даже и наоборот. Чаще всего это просто хороший способ врачам чем-то заниматься, делать умный вид и зарабатывать на этом большие деньги. Поэтому врачам, заботящимся именно о здоровье пациентов, а не только о материальной стороне, лучше не делать лишнего, а наоборот сократить количество анализов и заботиться больше об эмоциональном состоянии беременной. Ведь по итогу это чаще куда более важно, чем ее болезни или их отсутствие, так как само здоровье ребенка в большей степени закладывается именно в утробе матери и во многом зависит именно от ее эмоционального состояния.
Вообще для здоровья ребенка важна практически каждая мелочь и каждый этап в процессе естественных родов. Например, очень важно выложить ребенка после его рождения сразу на живот или грудь матери, так как в течение часа после рождения ребенка его организм заселяется миллионами бактерий, флорой, которая затем будет сопровождать его всю последующую жизнь. И, конечно же, хорошо, когда ребенок рождается именно через естественные родовые пути. Самые лучшие и самые дружественные микроорганизмы для ребенка будут только те, что уже есть у матери, так как его иммунная система была 9 месяцев в зависимости именно от матери. И далее он именно рядом с матерью и будет находиться чаще всего, а также будет питаться молоком, вырабатываемым именно ее организмом. Поэтому рождаться кесаревым в обход промежности тоже не очень хорошо. Тем более будет очень неблагоприятным для развития микрофлоры желудка прием различных антибиотиков перед, после или при рождении. И, конечно же, чаще всего вполне разумно пользоваться современными технологиями, улучшающими качество нашей жизни, но становиться их заложниками и ухудшать сознательно свое здоровье мы тоже не должны. Кроме того, доказано, что кишечная флора составляет примерно 80% всего иммунитета человека. И опять же, бактерии влияют и на все здоровье, и даже частично на поведение и характер человека. Так что очень важно, чтобы ребенок при рождении находился с матерью, и его организм заселился именно ее бактериями, а не какими-то больничными или от тети медсестры. Мишель Аден также говорит, что есть такая наука, как эпигенетика, которая утверждает, что окружающая обстановка во время рождения также во многом влияет на формирование генов человека. И как ни странно, многие черты характера, проблемы и болезни также могут проявиться в этот период и затем следовать за человеком всю его оставшуюся жизнь. Некоторым генам может присваиваться так называемая учеными эпигенетическая марка, которая приказывает тому или иному гену молчать, то есть не проявляться у ребенка. При этом сама цепочка ДНК не изменяется внешне, просто некоторые участки генома могут переставать действовать. Именно таким образом даже характер родителей может частично генетически передаваться ребенку, но также на будущий характер ребенка может повлиять позитивная или негативная обстановка природы, поэтому она так важна. Да, сейчас действительно стало проще делать кесарево сечение, и это даже быстрее, чем родить самостоятельно. Раньше эта операция занимала час, и обычно надо было переливание 1-2 баночек крови, а сегодня это 20 минут, и чаще всего переливание не нужно вообще. Поэтому все больше стран постепенно отказываются от естественного деторождения, например, Китай и Бразилия. Там до 90% сейчас могут рождаться кесаревым, и женщины уже имеют право выбора, как им рожать удобнее. Также естественно, что более чем 90% врачей сделать кесарево за 20 минут намного проще, чем сутки принимать роды. Да и это намного выгоднее материально, поэтому они также по возможности будут это советовать. Но есть такое понятие, как долгосрочная и краткосрочная перспектива и выгоды. И вам надо определиться, что вам более интересно: просто, быстро и без боли родить сейчас, или же для вас более важно дальнейшее здоровье ребенка и ваша материнская связь с ним. Также следует учитывать, что и даже самые продвинутые и искренние ученые и медики до сих пор очень многого не знают. В Европе, например, очень долго не делали и не представляли даже, что можно родить естественным путем после кесарева. Чтобы это доказать, одной американке даже пришлось самой поставить на себе реальный эксперимент. Естественно, ни один медик и ни один акушер Америки не взяли за этот случай, и все как в один голос отказались ей помочь. Все официальные медики и ученые сказали, что это просто даже теоретически невозможно, и в этом нет смысла, так как она умрет и подобное. После чего она достаточно легко родила дома сама, принципиально не поехав в роддом, а затем также написала целую книгу, из которой, собственно, ученые и медики и узнали, что это возможно, и стали иногда проводить подобные роды и в роддомах. Ну и даже сейчас, хотя это было даже в 70-х годах, но такие роды в основном считаются только домашними, так как большинство специалистов за это не берутся. Хотя уже и были в Европе проведены официальные исследования и уже давно доказано медиками,
что более безопасно делать вторые роды натуральными, чем через кесарево. И одно время это было даже достаточно популярно в Европе, рожать так и в роддомах, и на дому. Но после 1996 года таким роженицам после кесарева стали официально в основном запрещать или отговаривать их рожать самостоятельно, по не совсем известной причине. А так, в общем, вероятность родить натурально после кесарева достаточно велика. Но лучше, конечно, посоветоваться со своим врачом. Также все зависит от условий, в которых вы собираетесь рожать, и от того диагноза, из-за которого вы делали первое кесарево. Часто, если первый раз делали кесарево из-за недостаточности родовой деятельности, то вторые естественные роды могут пройти легче и проще, чем обычные первые у других рожениц. Вероятность того, что разойдутся старые рубцы от прошлого кесарева, по статистике в среднем примерно 0,5%. Но любое неестественное родовозбуждение является противопоказанием при таких родах, так как оно в среднем увеличивает риск негативного исхода примерно в 11 раз. Так что обычно тут или рожать дома, если не боишься рожать без применения лишних медикаментов, или если есть страх и желание принимать искусственные лекарства и обезболивающие, то лучше сразу не рисковать и ехать в больницу делать кесарево. Но если исключить медикаменты полностью и создать правильную среду, то по его опыту все очень даже хорошо проходит. Хотя, естественно, если начнут только расходиться швы, то, конечно, надо сразу же ехать в больницу и делать второе кесарево. Но еще раз не забывайте, что при таких родах нельзя использовать эпидуральную анестезию или искусственный окситоцин, чтобы женщина быстро могла понять, есть ли проблема со старыми швами и не расходятся ли они на первых стадиях. Ну и еще один интересный момент в том, что разница в внутренней флоре ребенка, рожденного вследствие кесарева, которое сделали после начала схваток, и детей, рожденных при обычных родах, как правило, при медицинских тестах не такая большая, как при кесарево до и после схваток. До начала схваток это самое вредное кесарево, причем науке это известно достаточно недавно, примерно с января 2015 года, после исследований в Сингапуре. Но это также стоит учитывать и делать кесарево только после того, как у матери уже началась естественная родовая деятельность. Тогда и ребенок будет намного здоровее. Но если уже как-то вышло, что вы сделали кесарево еще до схваток, то второй неплохой вариант выложить после кесарева ребенка на грудь отца, так как он тоже живет вместе с матерью и их бактерии по составу очень схожи. Ну а если вообще без вариантов, то можно попробовать сделать вакцины. Например, вакцину БЦЖ. Вакцину от туберкулеза. И хоть во всем в мире от этой вакцины отказались уже более 30 лет назад, но в России ее делают почему-то до сих пор. И вот в таком случае применение ее теоретически может быть даже оправдано. Вакцина может привести иммунную систему такого ребенка в рабочее состояние. Но лучше по возможности, конечно же, использовать все предыдущие более естественные и здоровые варианты. Хотя, если верить Мишену Адену, то есть и другие особенности роддомов на территории СНГ. Например, у всех народов ранее исторически считалось, что когда ребенок рождается в рубашке, то есть в плодном пузыре или его частях, он будет максимально здоровым и выносливым. И это очень даже хорошо. Хотя сейчас, например, в России часто применяется практика, когда этот пузырь при родах протыкают намеренно. Называется это амниотомия. Но в других странах почти везде уже ученые опровергли, что есть смысл это делать вообще. И остались буквально считанные показания для этого. Более того, иногда это может привести к дополнительным осложнениям при родах. Например, может вести к выпадению пуповины. Мотивы, которые поясняют врачи, которые это до сих пор делают. Например, вероятность преждевременного отделения плаценты является очень странными. У самого Мишеля Адена уже около 15 тысяч родов в практике без искусственного повреждения пузыря. И он уверен, что в нем нет никакой реальной необходимости. Также, например, интересно, что УЗИ после родов еще часто делают в России, но не делают практически больше нигде в мире. Обычно по самой плаценте видно, целостна ли она. И тут не надо никакого УЗИ. А если у женщины кровотечения не останавливаются, то обычно именно из-за вмешательства врачей и по их вине. Но в любом случае тогда да, необходимо прописать некоторые препараты, но именно УЗИ делать вообще нет никакой разумной и научно объясняемой необходимости.
необходимости. Также учеными доказано, что эпидуральная анестезия и синтезированный окситоцин могут негативно влиять на процесс дальнейшей лактации и кормления грудью. Но опять же, их сегодня применяют практически всегда, причем иногда даже при домашних родах. Так что надо быть очень внимательными. Еще очень много недоказанного учеными из вредных влияний при различных воздействиях медиков, намеренно или нет, отклоняющихся от естественного процесса родов. Проблема в том, что все эти закономерности выявить очень сложно, так как статистики, что происходит потом с детьми после родов, практически нет ни в одной стороне. Так что лучше перестраховываться и стараться как можно меньше отклоняться от естественного процесса, разработанного самым мудрым медиком – природой. Сам Мишель Аден, когда принимал роды у своей жены на дому, вообще заходил в ее комнату всего пару раз и всего на пару минут. И она фактически просто родила сама. Он также говорит, что мужчине не очень хорошо принимать роды у своей жены, так как может пропасть сексуальное влечение к женщине. Так, по крайней мере, утверждает европейская психология. Но мы подробнее еще будем обсуждать этот момент со следующими экспертами. Ну а на этом можно закончить обзор всех главных идей Мишеля Адена, его однозначным и заключительным выводом о состоянии развития и прогресса современной медицины в СНГ и в мире в целом. На одном из самых последних своих семинаров на территории СНГ, а именно в 2017 году, когда ему задали вопрос о протоколах, которым обязаны следовать доктора и акушерки, он честно сделал вывод, что если сегодня полностью следовать протоколам, то мы приближаемся к краю пропасти. Мы уже подходим к крайнему доминированию над природой. Сегодня как акушерки, так и доктора находятся в плену протоколов. И на сегодняшний день мы уже пришли к тому, что наши женщины рожать самостоятельно уже не могут. Протоколы написаны точно не теми людьми, которые хоть немного понимают, как устроена физиология родов. Они не отдают себе отчет в том, как тормозит роды неокортекс, сознательный мозг. Поэтому, говорит Мишель Аден, мы уже на краю пропасти. И скорее всего, если я приеду сюда лет через 20, то тут все дети уже будут рождаться через кесарево. И это происходит потому, что мы уже заложники протоколов. Сегодня акушерское искусство перестало быть искусством. Сейчас акушерки просто технари, которые действуют по четкой инструкции. Так что, скорее всего, роды начнут становиться все более и более трудными. И люди будут становиться все более больными. А если ничего не начнет меняться, то даже данная статистика будет все ухудшаться и ухудшаться. Когда я сам стажировался в 1953-54 годах в Париже, то официальные показания кесарева были примерно 1% от всех рожениц. С тех лет этот процент постоянно растет. И если люди не одумаются и так продолжится и далее, то уже к концу этого века все человечество будет рождаться исключительно кесаревым. В Бразилии, я напоминаю, уже сейчас этот процент более 90%. Так что сейчас мы в любом случае уже на самой грани пропасти. Продолжать дальше ухудшать естественные роды врачам уже некуда. Надо или возвращаться назад, или начинать ученым придумывать еще что-нибудь необычное, чтобы развиваться и дальше. Больше 100% кесарей все равно сделать невозможно. Да и акушерки очень скоро уже будут совсем не нужны. Нужны просто будут люди, хорошо исполняющие техническую работу, и те, кто хорошо разбирается в медицинских протоколах. Так что теперь только вам решать, куда развиваться. И лично вам, и врачам, и всей врачебной науке. И если честно, после изучения видео с конференции Мишеля Адена, я уже не очень и сам понимаю, куда отнести данного нашего эксперта по родам. К современным официальным продвинутым врачам, которые обычно запрещают домашние роды, или к альтернативной медицине, которая чаще всего именно их и пропагандирует. В этот раз, вопреки всем изначальным ожиданиям, оказалось, что этот гуру врачебной системы и медицинской науки обеими руками по возможности именно за домашние роды. Как минимум за то, чтобы начать рожать дома, а уже при необходимости вести роженицу в больницу. Так что получается довольно странная и необычная ситуация. Многие, даже наши официальные врачи и профессора его внимательно изучают, но применять изложенное им этим врачам на практике в основном запрещают. Тогда уже становится непонятным, кто же настоящий преступник, Мишель Аден или наша система здравоохранения, если они практически во всем, что касается родов, прямо противоречат друг другу. Ведь по сути у нас в любой из стран
СНГ, Мишель Эден по закону бы считался серийным преступником и рецидивистом, так как он уже принял множество домашних родов, да и пропагандирует людей делать то, что прямо запрещено законом. Кроме того, получается, что он напрямую выступает против всей современной, принятой у нас обязательной для каждого гражданина государственной медицинской системы и утверждает, что она ведет всех нас в пропасть и к неминуемому вырождению. Так что он и по сути, и по закону политический и уголовный враг всей нашей нации и всего нашего здравоохранения номер один. И лично мне кажется даже странно, что при этом у нас этот жуткий международный серийный преступник большинством самых продвинутых медиков и профессоров считается эталоном мудрости и глубины знаний в медицинской науке. Но это даже и хорошо. Видимо, у нас такие еще остались нормальные люди даже среди современных официальных врачей. Врачи, которые реально готовы обсуждать и воспринимать альтернативные подходы, даже если это и не совсем будет по их устаревшим протоколам, не совсем по закону и общепринятому пониманию обычных врачей. Так что действительно не все так плохо, и если у вас нет другой возможности или желания рисковать, проводя роды у себя дома, то с некоторыми врачами можно как-то договориться и родить более-менее здорово и безопасно даже в официальном роддоме. Ну или еще лучше, найти адекватного опытного акушера для проведения домашних родов и только уже в самом крайнем случае отправляться в больницу, как собственно и завещал нам сам Мишель Эден, на сегодня по всей видимости таки самый продвинутый и рисковый исследователь и самый известный представитель именно научного подхода к деторождению в мире. Так что думайте сами и решайте сами. Ну а на этом мы пока что на сегодня остановимся, но далее смотрите уже вторую часть нашего данного видео, где мы продолжим рассматривать и другие, возможно даже более интересные официальные и альтернативные подходы к деторождению. Ну а на сегодня мы прервемся, чтобы вы могли обдумать полученную важную информацию, но у нас еще осталось немало козырей в рукаве и немало интересных историй, так что оставайтесь с нами и увидимся в следующей серии. Пока-пока!